Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Малый и средний бизнес в стране получает мощную поддержку со стороны государства. Созданы и действуют различные программы и проекты. Один из основных институтов, созданных для содействия становлению и развития бизнеса, это Фонд развития предпринимательства. Сегодня гость нашей студии Петр Максимов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Республики Саха. Петр Федорович, добрый день. Добрый день. Предлагаю немножечко погрузиться в историю. 5 лет назад вы возглавили этот фонд. Что за эти годы удалось изменить в работе, каких результатов достигли? За 5 лет единственное, максимально то, что мы достигли, да, можно немножко похвастаться даже, да, мы смогли обеспечить доступность субъектам малого и среднего предпринимательства на районах, центральных районах Республики Саха-Якутия. Как мы это достигли? Мы центром «Мой бизнес» заключили агентские соглашения. Как правило, центр «Мой бизнес» находится в каждом райцентре Республики Саха-Якутия. Тем самым наши предприниматели, которые хотят воспользоваться мерами господдержки Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия, могут обратиться как в единое окно в центр «Мой бизнес» и проконсультироваться, сдать документы. И даже у нас на практике часто встречается подписание документа, не выезжая из района. Мы считаем, что это большое достижение. Вторым из основных больших достижений, я считаю, что мы поправили ситуацию Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. К 2021 году был на большом минусе по накоплению. Да, на сегодняшний день мы 57% этого убытка устранили. Поэтому считаем, что за короткое время мы смогли восстановить деятельность фонда. Ну и третье, да, что мы могли сделать, это мы сделали нашей командой, сделали наш фонд очень прозрачным, доступным для субъектов малого и среднего предпринимательства, потому что миссией фонда является это стать финансовым инструментом, институтом поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Это действительно серьезные показатели. Если будем говорить с вами о прозрачности деятельности, как часто надзорные органы проверяют работу вашего фонда? Основным регулятором Фонда развития предпринимательства является Центральный банк Российской Федерации, потому что мы являемся микрокредитной компанией. Помимо этого, нас контролирует и Министерство экономики Российской Федерации, корпорации развития субъектов малого и среднего МСП, корпорация МСП. А также мы получаем субсидии с бюджета, с федерального, с регионального, да, бюджета. Поэтому нас часто проверяет Счетная палата, Управление федерального казначейства, Минюст Республики Саха-Якутия. И наши частые проверяющие являются на сегодняшний день прокуратура Республики Саха-Якутия. В год где-то 3-4 проверки проверяет в части исполнения законодательства и нарушения прав предпринимателей Республики Саха-Якутия. Тогда теперь непосредственно о деятельности. Кто может взять у вас льготные займы, какие условия нужны и требования для заемщиков? Наш фонд сегодня занимается 3 видами деятельности. Первое – это предоставление микрозайма. Это мы до 5 миллионов, до 3 лет выдаем микрозаймы. Второе направление – это предоставление поручительства перед финансовыми учреждениями. То есть наши субъекты малого и среднего предпринимательства обращаются уже в финансовые организации, банки, кооперативы, да, финансовые акционерные общества. Мы перед ними выступаем в виде поручителя. Максимальная сумма поручительства может достигнуть 25 миллионов. Благодаря нашему поручительству они закрывают залоговые требования банков и получают необходимую сумму для развития бизнеса. И третье направление – Фонд развития промышленности Республики Саха-Якутия. Мы здесь помогаем от 5 до 50 миллионов, поддерживаем предпринимателей из обрабатывающей промышленности Республики Саха-Якутия. По этим 3 направлениям мы сегодняшний день занимаемся. И по каждому направлению у нас свои предприниматели. Да? То есть если микрозайм и поручительство – это субъекты малого и среднего предпринимательства, а по фонду промышленности там отдельные регуляторные требования, там могут воспользоваться этими мерами господдержки все предприниматели, и малое, и среднее, и крупное.
Ну, просто у слова микрозаймы такая конъюнктура негативная все-таки, а у вас организация серьезная. На какие цели предприниматель может взять такого рода займ? На сегодняшний день, согласно приказу Министерства экономического развития, 142 приказ, имеется приоритетные направления. Оно должно во втором полугодии этого года поменяться, но пока мы работаем по старым правилам. Это у нас женское предпринимательство, молодежное предпринимательство. Сильно поддерживаем начинающих предпринимателей, поддерживаем самозанятых граждан. Ну да, само слово считается микрозайм как-то для населения, для предпринимателей ужасающе, да, но тем не менее наши ставки варьируются от 1 до 12% годовых. При ключевой ставке на сегодняшний день 20% годовых. В таком случае есть ли какие-то еще ограничения, лимиты или сроки по выдаче займа? Ну, по ограничениям федеральным законом 209 о развитии предпринимательства установлена сумма микрозайма, максимальная сумма 5 миллионов рублей и со сроком выдачи до 3 лет. Есть такие ограничения, но тем не менее наши предприниматели очень активно пользуются этой мерой господдержки. На сегодняшний день в нашем фонде испытывается кассовый разрыв в плане того, что наши предприниматели немножко ждут после одобрения получения микрозайма. Но если человек берет взаймы, он должен каким-то образом гарантировать то, что займ этот он вернет. И, возможно, даже с процентами. Что можно оставить в залог? Здесь наши предприниматели могут оставить собственное имущество, движимое, недвижимое. Помимо этого мы можем взять залог третьего лица. Обычно в структуре сделки часто встречаются родители, закладывают свои квартиры, дома, машины. Друзья, партнеры тоже, да, могут закладывать. В принципе, по структуре сделки мы очень лояльны к нашим предпринимателям. И дисконт небольшой делаем. Ну и, соответственно, рассматриваем любые виды залогового обеспечения. У нас есть и табун лошадей, КРС, да, в залоге есть через приложение «Меркурий». Мы справку с управления сельского хозяйства берем, насчитываем, оцениваем и берем залог. Нам главное, чтобы предприниматель получил легкие, дешевые деньги и развивал свой бизнес. А что может послужить основанием для отказа? Основанием для отказа может послужить деловая репутация. Да? Это долги перед государством, какие-то судебные тяжбы, уголовное какое-то преследование. Ну и самое основное, которое мы требуем, это кредитная история. Еще раз повторяюсь, мы микрокредитная компания, наш регулятор – Центральный банк Российской Федерации. Хорошо, теория пройдена. Перейдем, наверное, к практике. Расскажите о каких-нибудь примерах. Вот вы отметили, что одно из достижений – это работа с улусами. Вот как в улусах складывается бизнес у начинающих предпринимателей? Смотрите, на сегодня мы охватываем 54% портфеля охватывается районными предпринимателями. Остальные там 47% это предприниматели города Якутска, которые получают наши микрозаймы. Ну, здесь наши предприниматели, здесь мы усилили контроль целевого использования заемными средствами. Я часто с командой езжу по районам, встречаемся с предпринимателями, и параллельно уже мы смотрим, как они реализовали полученный микрозайм, как это восстановили. И сейчас вот просто отрадно, когда по районам ездишь, смотришь, какие у нас здания были построены, торговые центры, кто-то приобрел оборудование, увеличил свою производительность, кто-то технику купил, там, оказывает услуги, кто-то парикмахерскую открыл. Все это мы видим, постоянно мониторим, и контроль над целевым использованием заемных средств у нас осуществляется очень строго. Не забудем мы про категорию таких граждан, как ветераны специальной военной операции. Для них, наверное, есть особые условия. Здесь из 5 продуктов, которые мы имеем по микрозайму, в 2 продуктах, как продукт старт, это для начинающих предпринимателей, и продукт бизнес, это предприниматели, которые уже более года работают. В этих 2 продуктах участникам СВО мы рассмотрели снижение процентной ставки. Начинающий предприниматель, участник специальной военной операции может получить займ до 2 миллионов под 1% годовых.
на 3 года. А если уже предприниматель здесь ранее уже занимался предпринимательством, потом оказался участником специальной военной операции, по прибытии, после службы, может уже получить до 5 миллионов, там процентная ставка будет варьироваться к 5% годовых, при средней ставке 10% годовых. То есть вот такие льготные моменты мы для наших бойцов, участников службы специальной военной операции предусмотрели и утвердили наблюдательным советом фонда. По поручительству здесь тоже, когда мы предоставляем поручительство, в процентных выражениях оплачивается комиссия. Здесь участникам специальной военной операции предусмотрели снижающие коэффициенты по этой комиссии. Поэтому здесь в части поддержки тоже предусмотрено у нас. Петр Федорович, ну вы рассказали все более чем подробно, тем не менее, напомните еще, пожалуйста, нашим зрителям, вот если кто-то решится прийти к вам в организацию для того, чтобы оформить льготу или займ, куда прийти, да, по какому адресу получить подробную консультацию, и, возможно, какие документы необходимо взять с собой? Ну, во-первых, у нас работает новый сайт fondsaha.ru. Там вообще наши одобренные предприниматели могут в вкладке «Очередность» посмотреть, на какой стадии их очередь при одобрении. Там же могут ознакомиться со всеми нашими продуктами и через электронную почту могут собрать пакет документов и направить наш адрес. Мы их обязательно обработаем. Это первый способ. Второй способ, как ранее уже говорил, надо прийти в центр «Мой бизнес» и там проконсультироваться, там и сдать документы. И третий способ – это вот вживую уже приехать или подойти на Орджоникидзе 50, второй этаж, Фонд развития предпринимательства Республики Саха-Якутия, там сдать пакет документов и проконсультироваться. Помимо этого, информационных приложениях, да, в картах имеются наши телефонные номера с функциями WhatsApp. Можно по WhatsApp или по видео, и по звонку проконсультироваться и собрать документы. Хорошо, будем знать. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали так много важной и нужной информации. Приходите к нам еще. Спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.